Сквозь черный дым едва пробиваются солнечные лучи. Картина как после боя. Второй день горит свалка в Карабулаке. Запах гари стоит на всю округу. Огонь быстро поглотил третью часть полигона. Пламя, несмотря на совместные усилия МЧС и представителей нескольких ведомств, еще пробивается местами. Первыми на место возгорания выехали власти города и экологи. Тут же вызвали пожарных. Тушение продолжалось до наступления темного времени суток. После наступления темного времени суток, с учетом обеспечения безопасности личного состава, тушение было приостановлено. С наступлением светлого времени суток тушение пожара возобновилось. Помимо сил МЧС также здесь работали силы РСЧС. В настоящее время пожар локализован. На место съехали сразу несколько служб чрезвычайных происшествий, более 20 единиц техники и несколько десятков человек. Для подмоги даже подтянулись спецмашины ЖКХ. Председатель правительства Владимир Сластенин держит ситуацию на личном контроле. Было принято решение сегодня вывести нашу службу автодора, с помощью которой сегодня с техникой проложили и проложили дорогу, чтобы пожарные могли подъехать и затушить очаги пожара, порядка 40 очагов изгорания. Отреагировали все оперативно. Показала слаженность работы всех служб и правительства, и администрации города, и министерства. Ну вот сегодня, сами видите, уже с утра уже у нас здесь более-менее нет уже задымленности и возможности дышать. Будем следить, контролировать, сейчас выясним причины этого, что за этим кроется, специально ли это подожгли. 4 года назад свалку закрыли, признав несанкционированной. К 2022-му ее должны рекультивировать в рамках нацпроекта «Экология». По округе выставлены пропускные посты со шлагбаумами. Охрана следит за территорией и не допускает никаких машин на полигон. Тем не менее, за неделю закрытая свалка загорается уже во второй раз. Поэтому вопрос с поджогом здесь рассматривают как основную причину возгорания. Это могут быть так же, как искатели черного металла. Может быть также и поджог специально для дискредитации того или иного ведомства, в том числе и администрации муниципалитета, деятельности их работы. Потому что, как мы знаем, установлен был шлагбаум. Просто проблема заключается в данной свалке в том, что здесь не один вход и выход, их больше 10. И в этой части отследить каждый ни силами муниципалитета, ни силами Министерства природных ресурсов и экологии также не получается. Из 10 гектаров мусорного полигона огонь за сутки охватил все 3, нанеся огромный вред окружающей среде. Экологи вместе с местными властями уже подсчитывают ущерб. Вот эта вся гарь, я это не раз говорил, идет в сторону города. И вот как мне говорят жители, невозможно даже элементарно открыть окно. А в эту зное не у всех, я думаю, кондиционера, поэтому мы понимаем, если не открыть окно, что будет. Поэтому, я думаю, самый главный ущерб – это то, что наносится вред населению. На мысль о намеренном поджоге наталкивает и тот факт, что очаги возгорания возникли в разных точках полигона. Следственная группа уже начала работу, опрашивают очевидцев. Хадия Добриева, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.